Кожний день Бог дає мне силы, песней славлю Его. Бо со мной Ягоная милость, Ему избав сокрошу зим. Бог моя сила, я не один. Кожний день Бог дає мне силы, песней славлю Его. Бо со мной Ягоная милость, Ему избав сокрошу зим. Бог моя сила, я не один. Любовь Твоя найвыше за горы усе, ласка безмежа Твоя от неба дивись. Любовь Твоя это океан без дна, ласка безмежа Твоя спадає на мяне, спадає на мяне. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Усупокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой задушение и избавление душ наших Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквей и з'єднання всіх Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву, и ты, что с верою, пошану и страхом Божьим воходе сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сусветного бискупа, Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, почестность святород, диакону в Христе, пусть все духовенство и людей Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стереженную Украину, нашу Беларусь, рад, надежную лады и войска, и весь белорусский народ со стойкостью веры, мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за всех городей краины и за бедных людей, что живут их, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных и за часы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы земли по ветры, за недужих, ты, что терпят за сневоленных, избавление их, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться от всякого гневу, сумму и недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избави, стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую вся чистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Тебе належится всякая
слава, пошане поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Его, и начищаю тебя чувства Твои, и оздоровляю все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый и богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его, благословенный Ты, Господи. Яше с упокои Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбавь, стражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши святую, сошественную, благословенную, славную Владыку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Бо Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюди, на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, празднуй все житие мое, буду хвалить Господа. Буду песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяротный, деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюди Девы Марии, и не зазнавши змены стався человеком. Ты был крыжованный, Христе Боже, смертью знищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу, сбав нас. Яше с упокои Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, сошественную, благословенную, славу Владыку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Бо Ты добрый, человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, на веки веков. Аминь. У владарстве Твоим успомни нас, Господи, счастливым
Счастливые убогие духа, бо их есть владарство небесное. Счастливые тыя, что тужат, бо яны сутешатся. Счастливые тихие, бо яны отрымают успадшину землю. Счастливые тыя, что мают голод и смагу справедливости, бо яны насытятся. Счастливые милосердные, бо яны зведают милость. Счастливые чистые сердцем, бо яны убачать Бога. Счастливые миротворцы, бо яны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крывдят и проследуют, и кажуть усякую неправду на вас деля мяне. Радуйтесь и тешьтеся, бо узнагорода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, збавил нас, якие яют Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово сподвижное Зайцом и Духом, от Девы народженной для избавления нашего. Усхвалим верны и поклонимся Ему, бо Он захотел добровольно телом узысти на крыж и смерть потерпеть, и воскресить померлых славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты зашел до пекла, спаси мой, і браму ягоную розборив, як всемогутний, як творця ти взяв померлих собою, і знищив джало смерти, и Адам от проклёна был вызволенный тобою человеколюбча. Деля гэтага мы всех лічым збав нас, Господи, Цяпер і заўсёды і на веки веков. Аминь.
опекунка христиан бездокорная, ходатайница до Творца незаменная, не погорди молениями грешников, але як добрая, спешно прийти на подмогу нам, які кличемся бедоверливо. Почуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надійная заступниця тих, що шануються век. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Святый несмертный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, сжалься над нами. Будь уважуя мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Прокиме, Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Збав мені, Господи, бо не засталося праведника, няма верных сярод сынов людских. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Мудрость. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Слухай нам уважно. Браты, по воле даденной ласки мы маем розные дары. Коли дар пророцтва, повинный пророче сгодно с верою, коли служение служить, коли наставничество научать, коли захвочвание захвочвать, коли размеркование раздавать у простоте, коли кирование кировать старанно, коли милосердность, то повинны чинить это с радостью. Любовь нехай будет не криводушной,
Майте гиду до зла, горнитеся до добра, любите один одного братней любовью, опереживайте один одного у ветливости, у ропливости будьте нестомные, духом полымнейте, служите Господу, тешьтеся надеяй, во утиску будьте терпливые, о молитве трывалые, потребляйте святых, дбайте про гостинность, благословляйте тых, кто переследует вас, благословляйте, а не проклинайте. Мир тебе, читальник. И твоему духу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Милосердность Твою буду вечно славить, Господи, правду Твою вещать буду устными моими, с поколения в поколение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я сказал, милосердность створенная, каб тривать до веку, правда ж Твоя моя, не похисную в небе основу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усим. И Твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час увайшов Ісус у лодку, переправився назад і прийшов у свій город. І вось принесли до його спаралізованого, який лежав на постелі, і, убачивши віру їх, Ісус сказав спаралізованому: «Мацуйся, сыне, даруются тебе грехи твои». И вось некоторые книжники сказали сами себе, и он блюзнерить. А Иисус, ведающий думки их, сказал: «Наво, что вы думаете легкое в сердцах ваших? Бо что легчей, сказать, отпускаются тебе грехи, ти сказать, устань и ходи. Але как вы ведали, что Сын Человечий маю ладу на земли отпускать грехи, тады каже спарализованному: устань, возьми постель твою и иди в дом твой. И той устал, и пошел у дом свой. Народ же, убачивши это, диву дался и прославил Бога, який дал такую ладу людям. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Иисусу Христу! Слава навеки. Дорогие браты, сестры, сябры, мы почули початок 9 розділа, і перед тим, як розважити цуд оздоровлення спаралізованого, давайте приглядимося, як звичайно, до контексту. Контекстом з'являються 8 і 9 розділ Євангелія поводле Матвея, де Ісус чинить різні цуди. І ось це цудо, про яке ми тільки що прочитали, його попереджують інші два цуди. Про те, як Ісус утихомирив море, Генесарецьке озеро, а другий цуд – це коли Він виганяє з опантаних
дэманаў у свіней. І гэтыя два цуды, яны, як мы ўжо з вами разважалі, сведчаць пра тое, што Ісус Христос мае моц над звышнатуральнымі сіламі. І сённяшняе аздараўленне гэта як бы яшчэ раз падкрэслівае тую ж самую думку. Бо, нягледзячы на тое, што Господ показвае сваю ўладу над звышнатуральнымі моцамі, яго вучні ўсцяж не здагадваюцца, хто ён такі. І нават кажуць, запытваюць адзін аднаго, хто ён такі, што і вятры, і мора слухаюцца яго. І вось у сённяшнім Евангелі Господ якраз і намагаецца нам адказаць на гэтае пытанне, хто ён такі. Бо вось гэтае яго пытанне, вось гэты яго выраз, што лягчэй сказаць, адпускаюцца табе грахі, ці сказаць устань і хадзі. Гэтае пытанне правакуе дамысленне яго слухачоў. В прынцыпе, відавочна, што і тое сказаць вельмі цяжка, бо аздараўляць чалавека і адпускаць грахі насамрэч можа толькі Бог. І Господ гэтым пытаннем якраз адкрывае сваім слухачам, хто ён такі, адказвае на гэтае пытанне, хто ён такі, што ён з'яўляецца якраз Богам. Гэта одна рэч, а другі момант, на які я хацеў бы звярнуць вашу увагу, гэта ўзаемасувязь. Ўзаемасувязь пакаяння, навяртання з аднаго боку чалавека і аздараўленне, фізычнае аздараўленне. Сапраўды, здароўе чалавека фізычнае наўпрост звязана з здароўем духоўным. І сённяшнія псіхолагі і псіхіятры гавораць пра псіхасаматычны стан чалавека, пра тое, што нейкія думкі і перажыванні, эмоцыі і пачуцці яны ўплываюць на наш стан фізычны, на наш псіхасаматычны стан. Аднак і псіхолагі, і псіхіятры яны не былі піянерамі ў гэтай справе. Яшчэ раней, яшчэ айцы пустыні заўважылі гэта. Яны казалі, што нашыя думкі ўплываюць на наш унутраны стан. А некаторыя з іх, напрыклад, Евагрый з Понту або Евагрый Пантійскі, ён ввогуле выдзеліў, сфармуляваў 8 благіх думак. Што гэта за думкі? Абжорства, распуста, хцівасць, сум, гнеў, роспач, славалюбства і пыха. Я не буду наўмысна распавядаць пра ўсе гэтыя благія думкі, хачу толькі вашу увагу звярнуць на 3, такія найбольш распаўсюджаныя ў сучасным свеце, якія выклікаюць, можна смела сказаць, спаралізаванне чалавека сучаснага. Гэта гнеў, распуста і роспач. Паглядзіце, сённяшні чалавек, ён вельмі лёгка атрымлівае тое, што хоча, літаральна клікаючы 1 ці 2 прыціскі на клавіатуры. Мы можам замовіць піцу, нейкую ежу, зрабіць закупы праз інтэрнэт. Калі штосьці ідзе не па-нашаму, гэта выклікае наш гнеў, гэта выклікае нейкую фрустрацыю, сум. Сум гэта
другое, про что я хотел вам рассказать. Поглядите, человек сучасны пакутае ад дэпрэсіі. Дэпрэсія паралізуюць сучаснага чалавека. А дэпрэсія гэта не што іншае, як сум у разуменні старадаўніх монахаў пустыні. І ўрэшце распуста. На жаль, яна укрочыла ў жыццё сучаснага чалавека, асабліва праз інтэрнэт. І розныя грахі, звязаныя з парнаграфіяй, яны паралізуюць чалавека вельмі часта. Стан чалавека ў граху няшмат чым адрозніваецца ад стана спараліжаванага, пра якога мы сёння з вами пачулі. Дорогие браты и сестры, сябры, давайте уключимся у змагання, духовное змагання. И что это за змагання? Святые айцы пустыни бачили якраз змагання ва уменні абыходзіцца со своими думками. Калі мы будем за ими сачыць, аддзяляць дрэнныя думкі ад благіх, то, напэўна, і наше здароўе яно палепшыцца. Наше самапачуцце не толькі будзе добрым, духоўным, наше внутреннее самопачуцце будзе добрым не толькі наше унутранае, духоўнае самапачуцце, але таксама самапачуцце і фізычнае. Жадаю усім нам гэтай унутранай цэласнасці. Хай Господ нас на гэта благословляе. Амінь. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, змилуйся. Господи, всемогутний Боже, Отцу наших, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, змилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Молимся за святого гайца нашего, сусветного бискупа Франтишка, папу римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, и всех у Христе братов наших. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Дальше молимся за Богом, стихотворную Украину, нашу Белоруссию, рад належит влады. И весь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Дальше молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Дальше молимся за все человечество, якое терпит причины поширения эпидемии, за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых, и за тех, кто отдан им служить, а так само за померлых. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Боже всемогутний, вечный Боже, глянь, ласкаво наслушанное человечество, якое шукает у Тебе порятунку. Стримай поширение страшной хвороби смерти, как снова все смогли радоваться даром Твоей ласки. Молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за
доброчинцев этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають йой, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. От милостивий чоловіколюбний Бог, і Тебе слава даємо Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсюди на віки веков. Амінь. Яше в супокої Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, збав, і стиражи нас, Боже, ласкою Твоєю. Господи, змилуйся. Мудрость, как мы будучи завсёды подаховую Твоему влади, Тебе славу отдавали, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы что тайны способ, мы что тайны способ представляем, херувимов и животворчей Троицы, и животворчей Троицы, Тройцы святую, Тройцы святую, песню пяем, отложим теперь, отложим усе житевые, усе житевые клопоты. Святого Отца нашего, сусветного біскупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, божественных сиротаров, диаконов, Христе все духовенство, Богом стяженную країну нашу Беларусь, урад належной улады, засновальников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хай вспомнить Господь Бог у своем владарстве на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Как нам принять уладара всех, якого необычно супровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да помним молитву нашу Господу. Господи, змилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, змилуйся. За эту святую церкву и все, что с верою, пошаном и страхом Божьим походит, я Господу помолимся. Господи,
единородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой все святые, добрый и животворший Дух, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Теперь мудрости будь малважную. Веру у одиного Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, святло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного зайцом, праз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы и стался человеком. Был укрыжован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день восхрос згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Господа Животворчего, яке от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, у одиную святую повсюдную апостольскую церкву. Вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважли вас, святое охверование миры приносит. Дар миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и супольность Святого Духа, хай будут с усими вами. И с Духом Твоим. Узнимем гору сердце наше. Мы узняли их до Господа. Подякуем Господу. Угодно и справедливо есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица одиносудной и нераздельной. Годно и справедливо Тебе восхвалять, Тебе благословлять, Тебе славить. Нахожу Тебе дяковать на кожном месте Твоего владарства. Вот Ты Бог невыказный, неспостигальный, невачный, недоступный, який завсюду існуєш і застаєшся той самий. Ты и одинородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас с необыту до бытия, коли мы упали, снова поднял, и не переставал робить все, как узвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Для этого дякуем Тебе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродейства, вядомые и невядомые, явные и тайные, якими Ты нас одарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять з наших рук. Хоть перед Тобой стоять великие множество арханелов, безліч аньолов, херувимы и серафимы, шестикрылые шматвокие, які, узнявшися высоко на крылах, вероножную песню пьют, ускликающие, предавающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил,
благословенными силами человеколюбную владару, и мы вскликаем, кажучись, святый, и все святый, Ты и единородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святый и все святые, Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего единородного послал как кожный, кто верить в Его не загинул, а имел життя вечное. И Он пришовший, исполнивший весь провід для нас, у ношу, яку Його видали, або пошикали, Он сам отдав себе за життя світу, взял хлеб у свои святые, все чистые безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, осветивши, разломавши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Дарите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Аминь. Так само чашу после вечери кажучи: «Пейте, сие все, это кровь моя, нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Аминь. Мы ж памятуем, что ты заповеда заповед, и все, что тебе нас дарилось, крыш похования, воскресенье на третий день, узыход на небо, сиденье по правую руце, другое славное присте. Приносим Тебе, Твое от Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую всечистую, наиблагословенную славу Владыку нашу Богородицу и за всю Деву Марию. Достойною правды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную, Матерь Бога нашего, больше водною башаны за херувимов, и без поравнания больше славною за серафимов, что заховавши девоство родила Бога Слова, истную Богородицу Тебе мы возвеличиваем. Нас обережь, вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, Папу Римского, и достойного архипастора Ионарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховайте святых Твоих церквах, усупокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как они могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И дай нам едиными устными, единым сердцем славить и восхвалять Твое божественное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. И хай будут милости великого Бога, избавься
нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых, дешевше с упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные, священные, божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный охранник, этому слову духовную духовную пославу, заметь свою Божскую ласку, и дай Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выберется от всякого гневу, суммы, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избавь, стиражи нас Божией лаской Твоею. Господи, смилуйся. Нам весь, как и день благосконалый, святый, мирный, безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Анёла, спокой верного наставника, опекуна души тела наших, Господа просим. Дай нам, Господи. Пробачение и отпущение грехов и провин наших, Господа просим. Дай нам, Господи. Всяко, что доброе и корыстное для душ наших, и супокоя для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. Как дальнейший цель життя нашего, супокой и покаяние провести, Господа просим. Дай нам, Господи. Християнского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказа на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Изради нас, достойными владару, заполним доверами без осуждения, смей звертаться до Тебе, Бога Небесного, и отдайся и казать. Отче наш, который есть в небе, святище имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вот Твое владарство, сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Мир всему. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи. Драгие Господи, с небес, на ты, что схилили голову своих перед Тобой, воины не схилили их перед телом, привели перед Тобой всемогутным Богом, Ты пользу водову, принесено и тут дависим Богом, раздая Божьему поводу потребы. Будь с подорожниками по морю и земли и у поветрия, оздорових хворых, лекаря души телом. Ласка, милосердие, человеколюбством, одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой все святый, добрый, животворший Дух, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадливым и грешным, и смилуйся надо мною. Боже, будь спогадливым и грешным, и смилуйся надо мною. Боже, будь спогадливым и грешным, и смилуйся надо мною. Будьмо уважныя, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос,
правды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сярод яких я самый перший. Веру так само, что гэта сапраўды Твое святое тело и подшесная кровь. Молюся Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сёння, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не здраджу ворогам Твоим тайным и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоем благодарстве. Няхай принятие святых Твоих тайнов будет мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходьте. Благословенный Той, кто приходит в имя Господня. Господь Бог, и Он з'явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницу несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного. Знаешь ли веру правдивую? Поклоняемся нераздельной Троице, Бога она нас бавила. Благословенный Бог наш на все часы, теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам пять славу Твою. Бо Ты зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмяротных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отримавши голос, и святый все чистый, несмяротный, небесный, животворший, страшный, Христовый тайны. Достойно подябым Господу. О Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, спал, стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. О Господи, смилуйся. Попросивши, как эту весь день был досконалы, святыми и безгрешными, сами себе один одного,
и всю жизнь нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, и славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. О, имя Господня, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, ки благословляешь Ты, что благословляют Тебе, освящаешь Ты, что складает на Тебя надею. Слава людей Твоих и благослови на быток Твой, заховай целости церкву Твою, и освети Ты, что любишь красу дому Твоего. И их славу Твою, Господи, силу, не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церковь Твою, нашему белорусскому народу, належим ладом нашим и всем людям Твоим, Богу, всякое доброе дарение. И дар досконалый заходит с горы от Тебя, Отца светла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господня, благословенное теперь до веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь до веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь до веку. Благословение Господне, хай будет на вас, ласку Его и человеколюбство, на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який восход з мертвых, молитвами всячистой своей Мати, святых славных и будных похвалы апостола, умеешь святым Отца нашего Яна Златоустного арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата арцебископа Полоцкого, святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми Отца нашего Кирилла и бископа Туровского, Святую Мать нашу Ефросинье Полоцкая, о светнице Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов, Якима и Ганны и всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, Твоим добрый человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас. Юсти буде. Дорогие браты, сестры, сябры, дякую всім за молитву. Наступная трансляция будет, як звичайно, у неділю об 11 године. Коли ласка, приходите, запрошайте своих сябров, делитесь с посылками на нашу трансляцию. Для меня это важно, для нас усіх это важно. Дякую вам за то, что были з нами. А зараз заспіваємо «Могутний Боже», так як це звичайно ми робимо, і молитви подяки. Могутный Боже, владарцу света, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей тихо и ветлой
Песню слави заспіваймо, мучеников вихваляймо. Ой, Йозафате, в Литве и в Короне, мы тебе кличем, могутный патроне. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже. Дякую Тобі, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тобі, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный уладару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам гэтае страшное и животворчее тайну, для добра и освячения души и тела. Дай, каб яны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всялякого супротивника, для просветления вочей сердца моего, для супокою душевных моих силов, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для осягнения владарства Твоего, каб я, захованный ім'ю Твоей святости, был завжди памятны Твоей ласки и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего уладара и доброчинца, и закончивши гэта жыццё надеи жыцця вечного, досягнул непроминального супокою, где безупынно чутный голос святых, и пануе вечная радость Ты, что оглядают невыказную красу твару Твоего. Бо Ты сапраўднае жаданне, и невыказна радость Тых, что любят Тебе. Христе Боже, и Тебе все створение бе слава праз усе веки. Аминь. Усемагутность прадвечны Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, каб ён навярнуўся и был живы. И які послал для нашего збавления одинародного Сына Твоего, які нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, отчинит вам. Да Тебе припадаем с крушливым сердцем, и с слезьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасно, нібы мечем сяче. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, и избав людей Твоих, как жили здоровыми поводле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой злобной пошести нашу батьківщину и наш народ. Урати всіх, що стерегуть целость и спокой нашей країни. Вибав от гэтых город и все города и вёски. Змилуйся и наведай тых, что терпят от гэтай хворобы. Подними их з ложа немочи и дай им здоровье души и тела. Души ж Ты, что от гэтай хворобы у правой веры и надеи воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни болю, ни суму, ни плачу, а лежится бесконцее. Молитвами на Святейшей Богородицы и завсёды Девы Марии, заступництвом святых бестелесных силов и анёлов-охотников, лаской и человеколюбством одинародного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и все святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.